Новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Российские налоговые органы с 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне. Банки должны будут в течение 3 дней со дня получения запроса предоставлять копии паспортов клиентов, копии доверенностей на распоряжение денежными средствами, копии договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей. Кроме того, кредитные организации должны будут предоставлять информацию в электронной форме или на бумажном носителе о бенефициарных владельцах, представителях клиента, а также выгодоприобретателях, включая информацию в отношении отдельных операций или за определенный период. Нововведения вводятся для повышения контроля за денежными потоками граждан и организаций, не только об их доходах, но и о расходах, что позволит сделать выводы об объеме возможных недекларируемых доходов. Федеральная антимонопольная служба предложила предоставить гражданам возможность выбора любого банка для перечисления пенсии. В антимонопольной службе разработали законопроект, позволяющий зачислять пенсии на счета в любой кредитной организации. Авторы инициативы считают, что граждане имеют право свободно распоряжаться своими пенсионными деньгами и выбирать банк для размещения этих средств по своему усмотрению, в зависимости от процентов по вкладу, а также различных бонусов. По мнению Федеральной антимонопольной службы, существующий порядок, при котором пенсия перечисляется только в кредитной организации, заключившей договор с Пенсионным фондом России, нарушает права пенсионеров. На фоне пандемии 68% российских потребителей стали отдавать предпочтение товарам для здорового образа жизни, а каждый 10-й покупатель ищет в магазинах товары с маркировкой «эко» и «био». Но и в России, и в западных странах половина продукции с такой маркировкой не является здоровой. К такому выводу, например, пришла международная сеть по защите прав потребителей по итогам проверки эко-товаров в начале этого года. На сайте Минсельхоза есть список российских производителей органической продукции, которые прошли сертификацию по национальному стандарту, и таких всего около 40. Около 80% товаров, которые позиционируются как органические, такими не являются, подчеркивают эксперты. В Национальном союзе защиты прав потребителей напомнили, что по закону за обман потребителя в виде искажения или умалчивания характеристик товара производителю грозит штраф до 500 тысяч рублей. При этом каждая баночка йогурта, на этикетке которого обнаружен обман, является отдельным правонарушением. Министерство труда предложило не платить пособия подозрительно бедным. Речь идет о ежемесячных выплатах нуждающимся в социальной помощи семьям с детьми от 3 до 7 лет. Эта поддержка входит в программу борьбы с бедностью в России. Решение было принято после того, как Минтруд получил большое число обращений от региональных властей и некоммерческих организаций, которые предложили вывести за орбиту получения этих денег семьи, доходы которых формально невысоки, но при этом в собственности есть существенное по российским меркам имущество. А еще планируется ввести правило нулевого дохода, ограничить выплаты тем, кто не декларирует никаких легальных доходов. Введены довольно конкретные критерии определения нужды. Так, бедной уже не признают семью, у которой есть несколько домов площадью более 40 квадратных метров на одного человека, а также если на одного человека приходится более 24 квадратных метров в одной или нескольких квартирах. Если же помещение признано негодным для проживания, то статус малоимущих все же присвоят. Исследование одного из сервисов по поиску работы назвало россиян, которые больше всего довольны своей работой. Так, наибольшая доля довольных своей работой россиян трудятся в сфере информационных технологий, таких 60%, а также в ресторанах и кафе 52% и в медицине 50%. Кроме того, 49% россиян заявили, что их устраивает работа в строительстве, в сфере банков и инвестиций, а также в области образования. В области маркетинга и рекламы своей работой довольны 48% опрошенных, а в производстве и промышленности 45%. Опрос выявил, чем именно чаще всего недовольны сотрудники российских компаний. Так, 77% опрошенных не устраивает размер зарплаты. Треть респондентов пожаловались на условия труда, на четверть хотела бы изменить отношение начальника к своей работе. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.